Следующее, у нас пожароопасный, конечно, период, и мы хотели послушать, как ситуация с пожарами развивается в этом году, проинформировать вас о мерах, направленных на снижение их количества. Фарид Рифович Гумеров, пожалуйста. Уважаемый Рустам Хабибович, уважаемые коллеги, сокращение смертности населения является основной задачей, на решение которой направлены противопожарные мероприятия. До 2015 года мы теряли более 300 человек ежегодно при пожарах. С 2013 года наблюдается снижение количества погибших от пожаров. В 2017 году достигнуто снижение этого показателя до 235 человек. По текущей ситуации с пожарами в республике докладываю, что с начала 2018 года наблюдался существенный рост пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дополнительные профилактические меры позволили остановить этот рост, и по состоянию на 1 августа текущего года достигнуто снижение количества пожаров на 14 случаев. Вместе с тем сохраняется прирост погибших на 8 и травмированных на 6 человек при пожарах. Рост по всем показателям наблюдается в Кушнаренковском, Федоровском и Иглинском районах. За отчетный период при пожаре в Иглинском районе погибло, к сожалению, 2 ребенка. Печальный вклад в статистику пожаров вносят и садоводческие товарищества. На них приходится свыше 200 пожаров в год. Большинство пожаров возникает на садоводческих товариществах, расположенных в Уфимском и Иглинском районах. В этом сегменте достигнуто снижение количества пожаров. За 2017 год произошел 201 пожар. В отчетном периоде текущего года произошло 79 пожаров. С 2017 года организована профилактическая работа с садоводами в рамках соглашения с региональным отделением Союза садоводов России. Следующая важная составляющая пожарной ситуации – это лесопожарная обстановка. С начала пожароопасного сезона в лесном фонде по состоянию на 1 августа зарегистрировано 112 лесных пожаров. Минлесхозом республики не допущено распространение лесных пожаров на населенные пункты. И это несмотря на то, что количество и площадь лесных пожаров создавали эти риски. Анализ статистики показал, что более 90% пожаров произошли в жилых домах и надворных постройках граждан. Выявлены следующие основные причины пожаров. Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления. И неосторожное обращение с огнем. Наибольшее количество пожаров происходило по субботам и воскресеньям. Наименьшее по понедельникам и вторникам. Больше всего людей погибало по воскресеньям. Основное время суток, когда погибают люди, это ночные часы. Исходя из анализа текущей ситуации с пожаром в республике, организована реализация дополнительных профилактических мер. Эти меры реализуются в соответствии с принятой 29 июня текущего года стратегией развития пожарно-спасательных сил на территории республики. В их числе создание службы инспекторов профилактики пожаров. Мероприятия по выделению дополнительной численности предусмотрены в стратегии. В настоящее время в республиканской противопожарной службе всего 5 инженеров профилактики пожаров. Далее, внедрение Института общественных инспекторов пожарной безопасности сельских поселений. Эту новую форму профилактической работы апробировали в Мишкинском районе. Далее планируем реализовать в Бурзянском и Илишевском районах. Дальше. Мониторинг исправности систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения. Это направление развиваем в рамках построения АПК «Безопасный город». Внедрение дежурно-профилактического патрулирования караулов пожарных частей Республиканской противопожарной службы. В ходе патрулирования также проверяется исправность пожарных извещателей, состояние печного оборудования и электропроводки. Это позволило стабилизировать ситуацию с пожарами в Белорецком, Туймазинском и ряде других муниципальных районов, где наблюдался в начале года рост пожаров. Минус этой формы профилактики – это рост расходов на ГСМ. Дополнительные затраты в текущем году составят 300 тысяч рублей. С учетом эффективности дежурно-профилактического патрулирования предлагаю продолжить его реализацию. Следующая мера –
оказание помощи отдельным категориям граждан в устранении нарушений требований пожарной безопасности. Помощь одиноким пожилым в ремонте печей и замене старой электропроводки помогла в этом году стабилизировать пожарную ситуацию в Кармаскалинском районе. Далее, обучение всех групп населения мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре. Установка автономных пожарных извещателей в домах и квартирах. 22 июня текущего года в деревне Новая Мушта Краснокамского района срабатывание пожарного извещателя спасло жизнь очередного ребенка при пожаре. Если к моменту начала установки в 2016 году количество погибших при пожарах детей составляло 15, то в текущем году этот показатель снижен до 2, то есть более чем 7 раз благодаря реализации поручения главы республики. Предлагаю рассмотреть вопрос о предоставлении меры социальной поддержки в виде обеспечения извещателями одиноким пенсионерам, имеющим статус малоимущих. Еще одно профилактическое направление – это организация на постоянной основе проектов пожарных извещателей в каждый дом, в каждую квартиру, вместе против пожаров, безопасное село. В сентябре начнем реализацию проекта «Безопасное село» на примере села Камеево Мишкинского района. В этом селе через программу инициативного бюджетирования оборудован теплый бокс для добровольной пожарной команды. Государственным комитетом будет выделена пожарная автоцистерна. Сельским поселением будет организована работа общественных инспекторов пожарной безопасности. Башкирским региональным отделением Всероссийского добровольного пожарного общества будут установлены во всех домах пожарные извещатели. В завершение отмечу, что последовательная реализация представленных мероприятий в дополнение к традиционным профилактическим рейдам, операциям с ходом граждан обеспечит стабилизацию до конца текущего года ситуацию по погибшим от пожаров. Доклад закончен. Благодарю за внимание. Спасибо, Фарид Рифович. Присаживайтесь. Сразу послушаем